Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия вперед». С вами Надежда Саханская. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев подведет итоги работы за май этого года. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В эти дни сейчас ледоход идет по северным рекам. В целом, по большей части республики вообще весенний паводок прошел без серьезных последствий. Можно ли это назвать итогом работы превентивных мер и слаженности оперативных служб? Слава богу, природа пока милостлива к нам, и ледоход проходит в целом благополучно. Хотя, конечно, на той же Колыме он только-только в самом разгаре. Конечно же, хотел бы поблагодарить всех тех, кто участвовал в превентивных работах. Я уже неоднократно говорил, что благодаря правительству Российской Федерации в этом году дополнительно было увеличено федеральное финансирование Ленского бассейнового управления, и были проведены определенные работы как раз по распиловке в тех районах дополнительно, где раньше у нас не делалось. В частности, между Нюрбой и Верхневилюйском, здесь, в Намском Улусе. И, конечно, это дало свой положительный эффект. Вместе с тем, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, что наши реки — это настолько мощные, могучие водные артерии, которые, конечно же, живут своей жизнью. И здесь очень много факторов природных, которые напрямую влияют на заторные явления, на возникновение затоплений. В этом году, например, подтопило Пеледуй, который уже много десятилетий не испытывал таких испытаний. И, безусловно, я считаю, что в целом, еще раз хочу сказать, что благодаря хорошей работе всех служб нам удалось достаточно нормально пройти. Там, где были подтопления, у нас 12 поселков были подтоплены, в принципе, все работы были вовремя организованы, угроз жизни и здоровью людей не возникало. Сейчас у нас идет вторая волна, и сейчас такая напряженная, скажем так, ситуация по реке Алдан на территории Алданского и Усьмайского районов. Хотя уже вода начинает сверху уже спадать, и в Тамоте идет достаточно активное понижение, и в тех населенных пунктах, которые ниже него. Но по Усьмайскому району, например, сейчас подъем воды все равно еще продолжается. Здесь ситуацию все службы контролируют, на связи с поселками, и мы уверены, что здесь мы тоже без существенных каких-либо потерь должны выйти из ситуации. И, как я уже сказал, сейчас нас, конечно, больше всего волнует Колыма. Там сейчас начались как раз сбросы с ГЭС из Магаданской области, боковые реки начали уже выходить, и, безусловно, уровень воды поднимается. Где-то мы прогнозируем, что уровень опасных явлений будет пройден, но в целом, еще раз говорю, пока ледоход идет благополучно. Вообще, кстати, да, что происходит в соседних регионах, оно как-то все равно затрагивает нас, потому что, например, в Амурской и Хабаровской областях уже введен режим ЧС, лесных пожаров становится все больше. Как обстоит пожароопасная обстановка на территории нашей республики? Знаете, у нас уже несколько десятков, свыше 40 лесных пожаров зафиксировано за это время, более 40 ландшафтных пожаров. Но при этом все-таки площадь пройденными пожарами незначительна. И там чуть более 1000 гектар. В прошлом году у нас уже около 60 тысяч гектар на данный момент лесными пожарами и ландшафтными пожарами уже было пройдено. То есть у нас, конечно, очень серьезное снижение по уровню даже прошлого года. Вместе с тем здесь расслабляться никак нельзя. Мы сейчас очень отрабатываем как раз вопросы оперативного тушения пожаров, чтобы пожар, как только был обнаружен, он тут же был потушен первые сутки. Пока удается нашим лесопожарным всем службам с этим справляться. Хорошо работает мониторинг. И, конечно же, все-таки я считаю, что и профилактическая работа, которую проводят в муниципальных образованиях, она тоже дает свой эффект, потому что в этом периоде как раз сезона 100% пожаров — это все-таки в первую очередь человеческий фактор. Это охотники, это рыбаки, это сельхозпалы, которые переходят потом уже на лесной фонд. И здесь, конечно, эта работа, она
приносят свои плоды. И вот мы видим, что есть районы, где на самом деле благодаря вот хорошей профилактической работе сейчас практически таких пожаров уже нет. Ну а где-то мы из года в год, к сожалению, видим, что как раз по весне пожары возникают в большом количестве, и только вот трудом большого количества людей удается их оперативно тушить. Очень надеюсь, что вот благодаря тем решениям, которые были приняты по поручению президента страны, который вот по итогам визита сюда, в Якутск, в 2024 году дал конкретное абсолютно поручение по увеличению финансирования по лесным пожарам по республике Саха-Якутия. И в результате этого у нас, например, сейчас число наших лесопожарных, да, авиалесоохраны уже 1482 человека. Эта цифра практически, ну, уже как в советские времена, можно сказать. Увеличено также кратно и авиамониторинг, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. Созданы новые авиаотделения, и это все, конечно, дает свой результат. Очень надеюсь, что нам вот такие хорошие, скажем так, уровни борьбы, тушения лесных пожаров удастся удержать и в течение всего сезона. Вместе с тем завершается в Якутии отопительный сезон. Вообще, какие ключевые выводы сделаны по его итогам? Планируются ли какие-то меры для повышения надежности теплоснабжения в будущем сезоне? Безусловно, у нас сейчас уже сезон отопительный постепенно заканчивается. Уже в 16 районах отопление отключено центральное. Хотел бы поблагодарить всех работников жилищно-коммунального хозяйства, энергетиков за то, что благодаря их труду в крайне непростых условиях и природно-климатических, и, к сожалению, вот экономических, финансовых условиях этот сезон у нас пройден без серьезных аварий. Более того, количество аварий, если вот так смотреть в целом, да, то оно у нас даже снизилось по сравнению с предыдущими годами. Это результат большого человеческого труда. И хотя вот труд коммунальщиков, труд энергетиков не так заметен, да, то на самом деле благодаря их работе и вся наша инфраструктура, и жилье, и социальная инфраструктура, транспорт, все, ну вообще мы здесь и существуем. Конечно, сейчас началась уже подготовка к следующему отопительному сезону. Проблем очень много. Это вот и неплатежи, это и вопросы, связанные с финансированием недостаточным в целом отрасли. И здесь, конечно, правительству и муниципальным районам, городским округам надо принимать все меры для повышения и платежной дисциплины, и также, конечно, для того, чтобы подготовка к сезону отопительного была проведена, несмотря на все сложности, на все 100%. Потому что наша природа каких-либо упущений, конечно, прощать не будет. И уверен, что мы с этой задачей тоже достойно справимся. А еще в этом месяце вы побывали в Китае. Причем так интересно получилось, что вы были в двух делегациях. Сначала в Харбине под руководством Юрия Трутнева, затем еще и в Пекине в составе делегации Владимира Владимировича Путина. Расскажите, каковы основные итоги вашего визита в дружественное государство? В Харбине мы под руководством Юрия Петровича Трутнева, ряд дальневосточных губернаторов и глав других регионов принимали участие в юбилейной 10-й российско-китайской экспо, которая проходит вот уже много лет и, конечно же, пользуется очень большим интересом. Это всегда представление и новых инвестиционных проектов, это и представление наших мастеров, народных промыслов, ювелирных изделий, косторезных наших компаний. И хочу сказать, что у китайской стороны очень большой интерес. В этом году у нас как раз головная компания, которая организовывала выставку, это «Железные дороги Якутии», которые идут с флагманским проектом по, скажем так, маршруту, который должен соединить север Китая с Северным морским путем. И, безусловно, проект этот за последние годы очень привлекает большой интерес, интерес к нему растет. В рамках межправительственной вот как раз работы, обсуждения на уровне вице-премьера Китая Жага Цина и нашего заместителя председателя правительства, полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева, как раз наш проект тоже обсуждался. Там идет речь об строительстве моста и
открытии пограничного перехода в Амурской области на станции Джалинда, и пограничный переход Маха-Джалинда должен быть задействован. После этого железные дороги Якутии должны 68 километров железнодорожных путей привести в нормативное состояние, опять же в Амурской области, и потом уже выходить на нашу железную дорогу, и грузы должны доставляться до Нижнего Бестяха, а дальше уже речным транспортом, судами класса река-море до Тикси, где вот в глубоководном порту Найба должны перегружаться уже на большие корабли и идти по Северному пути, в первую очередь, конечно, и российские порты на Западе, и в Западную Европу. Очень интересный проект, потому что он на десятки дней, более чем на 20 дней сокращает путь из Китая до Европы. Это и стоимостным выражением гораздо дешевле, чем вот идти по традиционным путям, в том числе и по железнодорожным. Поэтому с китайской стороны интерес большой. Ну и для нас, конечно, это выгодно. В этом случае мы получаем не только возможность наши товары экспортировать в Китай, в первую очередь каменный уголь, железную руду с Южной Якутии, но и получаем возможность стать такой транзитной, знаете, транзитным регионом, который, конечно же, позволит дать такой мощный импульс развитию нашей инфраструктуре и транспортной, и речной, речному транспорту, и портовой инфраструктуре, железной дороги. Конечно, это такой проект серьезный. И еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня он уже на уровне именно межправительственных связей России и Китая рассматривается. Ну и, конечно, я вот как практически единственный представитель российских регионов, руководитель российских регионов, участвовал в делегации нашего президента Владимира Владимировича Путина, когда он был в Пекине, участвовал в ряде мероприятий, связанных вот и с открытием года образования, связанных и с подписанием различных документов в разных переговорах. И, конечно, мы видим, что вот сотрудничество между Россией и Китаем растет. И, безусловно, в этом сотрудничестве очень большое значение придается как раз развитию, в том числе и нашей республики. На своей прямой линии 27 апреля вы давали поручение возобновить программу субсидирования авиабилетов в арктические регионы. И недавно председатель правительства Кирилл Евгеньевич Бычков сообщал, что финансирование на нее уже предусмотрено. Появятся ли такие билеты в июне? Да, мне доложили, что с 1 июня субсидированные билеты по нашим арктическим направлениям, по 14 направлениям, они будут уже продаваться. Большая работа сделана по упорядочению здесь работы. Мы помним, что раньше все-таки здесь достаточно было много таких моментов острых, на которые мне и жители жаловались, когда одни и те же люди летали по несколько раз, а многие такой возможности были лишены. Также, скажем так, достаточно на плохом уровне был поставлен и учет вообще количества субсидированных билетов, которые населению продаются. Сейчас это все как раз через новые решения, принятые правительством, это все упорядочено. И уверен, что здесь будет и контроль за использованием как раз вот мест по субсидируемым рейсам. Ну и самое главное, жители наших отдаленных арктических поселков получат реальную возможность по субсидии прилетать уже до города Якутска. Это, конечно, самое главное, что мы должны обязательно обеспечить. Я держу вопрос на контроле, но еще раз хочу подчеркнуть, что с 1 июня, как мне доложили, это уже начнет реализовываться. Продолжая транспортную тему по поводу Ленского моста, там же анонсировали масштабную операцию по выводу в русло реки Лены стального кофердама. Можно ли считать вот этот этап началом большой стройки? Ну, вы знаете, большая стройка уже началась в 2024 году, так, и, соответственно, сейчас один из таких главных этапов, когда будут выводиться кофердамы. В этом году, ну, по крайней мере, один кофердам точно будет выведен. Для чего нужен кофердам? Да? Многие спрашивают, что это такое. Это огромный стальной цилиндр, который сегодня подготовлен уже на площадке стройки, внутри которого стоят специальные приспособления для свай. И вот это все огромное сооружение, просто огромное, оно многоэтажный дом, и в несколько тысяч тонн весит, оно будет выводиться специальными средствами на русло реки, садиться уже на дно, и потом уже будет оттуда откачана вода,
и, соответственно, уже могут проводить там работы по установке свай под основу как раз опор моста. И всего таких кофердамов у нас должно быть 3. Это сделано для того, чтобы в наших крайне непростых условиях, когда очень короткий срок, когда на реке можно работать, как раз эти сроки удлинить, потому что здесь будет образована, скажем так, стройплощадка уже внутри кофердама, на которой можно будет проводить работы вне зависимости, скажем так, от состояния уровней воды, от климатических условий. Это позволит более качественно и более, скажем так, быстро строить основу моста. Эти как раз опоры моста. Всего таких кофердамов должно быть установлено 3. В таком мостостроении у нас в стране они на самом деле используются практически, можно сказать, впервые. Вообще опыт использования кофердамов в каких-либо таких проектах, он у нас в России использовался только в Керченском проливе. И один раз, и на самом деле в мире он тоже используется. На самом деле это очень сложное, но очень, скажем так, перспективное направление, которое, конечно, как раз для такой стройки, как Ленский мост, уникальные стройки по всем параметрам, и российским, и мировым, как раз такие технологии должны использоваться, современные, скажем так, те, которые могут принести нам наибольший эффект. И в целом я считаю, что как раз установка уже опор моста — это одно из главных мероприятий вообще в ходе строительства Ленского моста. А на том берегу тем временем начали прибывать первые машины с волоконно-оптическими линиями связи для масштабного проекта «Синергия Арктики». Какие планы у проекта на этот год? «Синергия Арктики» — это крупнейший проект телекоммуникационной России вообще за последние десятилетия. 7000 километров мы должны за 3 года проложить. Ответственность очень большая. Арктик Телеком сейчас полностью, скажем так, задействован как раз для реализации этого проекта. Это наша республиканская компания. По нескольким направлениям сразу работа начнется. Мы так и спланировали, что как раз по направлению Колымы, Яны и Индигирки работы сразу должны начаться одновременно. Не для того, чтобы там постепенно идти, а как раз чтобы уже с юга на север мы поднимались, и волоконно-оптические линии связи, быстрый интернет приходил уже в арктические наши населенные пункты. В этом году уже ряд населенных пунктов в наших арктических районах уже волоконно-оптическую линию связи получат. И очень надеюсь, что уже к Новому году быстрый интернет в наших населенных пунктах, еще раз говорю, арктических районов, которые очень давно уже ждут его, уже появится. И это как раз благодаря тем решениям, которые приняты нашим президентом, это опять же его поручение, и которое было поддержано и правительством Российской Федерации, поддержано партией «Единая Россия». И такой, на самом деле, уникальный, особенности в наших сегодняшних непростых условиях, проект у нас в Республике Саха-Якутия начинает реализовываться. И это, конечно же, повысит очень серьезно качество жизни в наших северных поселках. Да и, наверное, привлекательность в том числе. Конечно, потому что когда я бываю в Арктике, с людьми встречаюсь, знаете, у очень многих людей как раз вопросы именно по связи. Чтобы был мобильный интернет быстрый, чтобы стоимость интернета все-таки была не такая страшная, как по спутниковому интернету. И чтобы это все, главное, работало так же, как и здесь, например, в Якутске. Близится и Петербургский международный экономический форум, в котором Якутия традиционно примет участие. Какие договоренности намечены на этот раз? Конечно, Питерский форум — это главный форум нашей страны экономический, и в этом году очень большая повестка по нему. Традиционно Якутия примет участие, тем более сейчас нас очень активно приглашают на различные сессии, начиная от креативной экономики, заканчивая уже вопросами Северного морского пути, освоения Арктики. По всем этим направлениям я и мои коллеги из правительства примут самое активное участие. И, конечно же, это должно также у нас выливаться в ряд соглашений. В этом году у нас будут соглашения с рядом телекоммуникационных компаний крупнейших российских, как раз направленных на развитие новых видов связи здесь в республике, улучшение связи здесь в республике. Будут также соглашения и с крупными финансовыми нашими партнерами для дальнейшего развития инвестиций, увеличения инвестиций в республику с их стороны. Будут соглашения, связанные с креативными экономиками, с развитием киноиндустрии у нас.
При этом мы, конечно, не забываем и гуманитарную сторону. У нас будут соглашения, например, с Кунсткамерой по знаменитой питерской, так, по сотрудничеству, по реализации совместных проектов. Ну и, конечно, регионы, в том числе и с новыми регионами, вот, с Донецкой Народной Республикой, с Луганской Народной Республикой. Мы намерены уже подписать план наших совместных действий на уже 26-28 года. Поэтому работы у нас на форуме будет много. И уверен, что эта работа обязательно даст позитивный эффект в виде повышения качества жизни наших жителей. Остается дождаться только результатов. Александр Сергеевич, большое спасибо, что нашли для нас время, пришли к нам сегодня. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Якутия вперед». До встречи в эфире.